А вот это вот древняя черепица похожа. Ну, то есть, но некоторые, да, некоторые видно, что повреждены. 5 років іде так звана реставрація. І на сьогоднішній день навіть велика ханська мечеть не функціонує. Все будет новодел, да, но приближенный к оригиналу должен быть. Там проблемы есть, и они, наверное, еще будут долго. Ее уже закрыли, друзья, такую сетку, в общем, ее не будет видно. Но подпорки стоят для того, чтобы она не разрушилась. Ситуація не просто критична, вона трагічна. Бахчисарайский ханский дворец продолжают разрушать длительной реконструкцией, которую проводят российские власти. Об этом заявляют украинские общественники. А российские чиновники Крыма уже говорят о том, что подрядчики не закончат работы в установленный срок до ноября 2023 года. Сейчас во дворец не пускают с центрального входа, только с южной стороны. Для посещения открыта лишь его малая часть. Вот какие работы туристы видели в этом ноябре, в том числе и снятую с крыш старинную черепицу, просто лежащую во дворе. А вот это вот древняя черепица похожа. Ну, то есть, но некоторые, да, некоторые видно, что повреждены. Но мне скорее кажется, они их снимают вот перфоратором. Из-за этого, наверное, и повреждается. Там на какую-то смесь, на известковую или что-то. Раньше люди тоже делали очень крепкие смеси. Вот такие же, как вот эти заборы все. Подпорные стены и так далее. Они веками стоят, и ничего не случается. Поэтому они перфоратором сбивают вот эту плитку. Ситуация с дворцом критическая, заявляет бывшая руководительница Бахчисарайского историко-культурного заповедника Эльмира Аблялимова. Российская власть называет работы даже не реставрацией, а реконструкцией и при этом использует обычные строительные нормы, а это недопустимо для объектов культурного наследия. Работы ведутся в осенне-зимний период, а это тоже неприемлемо для архітектурних пам'ятників. Вони дійсно носять руйнівний, продовжують нести руйнівний характер. На сьогоднішній день ми бачимо з фото, які ми отримали, що огорожу посольського дворика демонтують, що кухонний дворик вже доведений до стану руїна, що одягли вони в ліса мінарети Великої ханської мечеті. І це може означати або те, що їх будуть розбирати, або вони таким чином намагаються стабілізувати їх. Тобто стан критичний. 5 років іде так звана реставрація. І на сьогоднішній день навіть велика ханська мечеть не функціонує. Це означає, що стабілізувати комплекс вони вже не можуть, не в стані. Работы, которые назвали противоаварийными, российские чиновники согласовали еще в 2016 году, начали их в 2017 году. Летом этого года российский глава Крыма Сергей Аксенов назвал сроком окончания работ ноябрь 2023 года. И уточнил при этом, что у организаторов работ есть понимание того, что вообще делается во дворце. Российские чиновники уже даже не пытаются называть работы реставрацией, называют их реконструкцией. Понимание, как это все восстановить, главное, в первозданном виде. То есть, меньше новодела, а больше там в данном случае, вернее, все будет новодел, да, но приближенный к оригиналу должен быть. Уникальный объект, некоторые экспозиции вы видели, то есть не были открыты уже более 30-40 лет, то есть прогнившие там полностью так или иначе. Вот благодаря тем решениям, которые наш президент принял, выделено более 2 миллиардов рублей. Уже 5 месяцев спустя после этого заявления Аксенова его советник Рифат Дырдаров заявил, что сроки срываются. Там проблемы есть, и они, наверное, еще будут долго. К сожалению, великому, знаете, вот, когда берет подрядчика, для дорогу построить, здание построить, это проще. А вот когда берут подрядчика для этих работ, это довольно серьезно. И я думаю, рано или поздно это все закончится. Там правоохранители разберутся, кто прав, кто виноват.
Пока нет информации о том, чтобы российские чиновники Крыма обратились к правоохранительным органам из-за срыва сроков работ. Также Дырдаров не пояснил, кому именно из подрядчиков претензии. С 2021 года подрядчиками назначены ООО «Строймирреконструкция» и ООО «СТК АМ-Строй». Но в работах на разных объектах комплекса задействованы и другие фирмы, в том числе субподрядчики. Экс-директор Бахчисарайского заповедника Эльмира Аблялимова считает, что российские чиновники Крима уже понимають катастрофічність ситуації. Мені здається, навіть вони вже зрозуміли, що стан пам'ятки досить критичний. І всі ці намагання, як сказати, перевести стрілки, вибачте мене за цей сленг, на якісь подрядників, ще щось інше, зараз почнуть шукати якусь корупційну схему, що хтось там щось наварував, таке інше. Це все байки, які ми спочатку знали, говорили про це, бо головна мета цього процесу не це. Головна мета – зруйнувати пам'ятку, яка є єдиною на сьогоднішній день збереженою пам'яткою, пов'язаною з кримсько-татарською історією та культурою, яка є доказовою базою нашого кримсько-татарського зародження на цій території. Ситуація не просто критична, вона трагічна. Крымский активист Эдем Дудаков утверждает, что архаичные бревна, снятые в 2017 году с крыши Большой ханской мечети и других объектов дворца, распродают на дрова. А часть фондов ханского дворца вывезли в помещения, не приспособленные для хранения исторических артефактов. На территории Зунджерлы медресе там сохранилось 2 спальных корпуса психоневрологического диспансера. И вот в это неподготовленные помещения, фактически в палаты для душевно больных людей, они сейчас и вводят фонды. Во всяком случае, какую-то часть этих фондов. В начале февраля этого года во время работ на Свитском корпусе дворца треснула его стена. За день до разрушения стены возле нее работал экскаватор, сообщали общественники. Вот что удалось снять судакскому блогеру Александру Михайленко. Ее уже закрыли, друзья, такую сетку, в общем, ее не будет видно. Но подпорки стоят для того, чтобы она не разрушилась. Отписали высотой надо до 3 метров и распространилась практически уже по всей стене здания. Как всегда, один человек работает, 10 стоят, думают. Так, подобрался немного поближе. Сейчас покажу вам подпорки, которые держат эту стену, чтобы она не разрушилась. Вот, стоят внизу, смотрите. И идут работы. Вон, трещину видно. Печально. Российские чиновники заявили, что причина – то, что у корпуса не оказалось фундамента. Об этом рассказали в материале телеканала «Милет». Есть проектные решения, которые были ранее выданы. Они предусматривали, что в этом месте есть фундамент под стеной. По факту, когда мы вчера это все у нас случилось, мы увидели, что под стеной нет фундаментов, она опирается исключительно на землю. Но пророссийский крымский блогер Александр Талипов опубликовал в телеграм-канале пояснительную записку экспертов, которую они направили в дирекцию по обслуживанию и развитию учреждений культуры Крыма. В ней шла речь о том, что в здании фундамент есть на глубине 1,5 метров и описаны многочисленные трещины до 40 миллиметров толщиной. Эксперты однозначно на причину повреждения стен указывают земляные работы по прокладке коммуникаций вблизи зданий. Получается, что кто-то из должностных лиц дирекции в силу, видимо, полной некомпетенции допустил проведение работ, в результате которых дворец пострадал. Кто-то ответит за это или дальше стоматологи за технадзор отвечать будут? Рабочая группа экспертов Крымской платформы в своем обращении в ЮНЕСКО по поводу ситуации с дворцом также утверждает, что именно работы в русле реки стали причиной повреждения стены. Осенью 2021 года работы сосредоточились на местности перед Ханской мечетью. Проводилось углубление русла речки Чуруксу. Работы осуществлялись без тщательных исследований памятника, которые должны предшествовать реставрационным работам. В результате чего было уничтожено наслоение в русле реки ниже уровня материка. От мостка русла, датированного не позднее 18 века, часть фундаментов облицовки набережной и опор мостов. Именно это, согласно выводу активистов и специалистов,
привело к усилению процессов оседания и горизонтального перемещения грунтовых масс, на которые опирается северный фасад Бьюк-хан-Джами и Свитского корпуса. Российские власти Крыма заявили тогда, что Свитский корпус будет укреплен. Установят подпорные конструкции, систему стоек, бандажи и стяжки. На спасение объекта обещали выделить 10 миллионов рублей. Работы обещали закончить к 1 мая. В середине лета российский Минкульт Крыма заявлял, что контракт с неуспевающим сделать это подрядчиком ООО «НСТ» может быть расторгнут. Но к концу месяца об этом говорить перестали. Стена Свитского корпуса до сих пор закрыта маскировочной сеткой, и проверить, стабилизирована ли она, невозможно. Алексей Драгань для Крым Реалии.